Друзья, всем доброго утра. Утро у нас сегодня встречает вот такой прекрасной прохладной погодой, хотя смотрели по прогнозу, везде идет потепление, приближается циклон снежный, обещают снега, обещают потепление, местами уже плюсовая температура, дожди, но здесь по ощущениям градусов 15 примерно так. Пока нормально. Не знаю, как будет дальше. Как мы видим, дымит вулкан, летают самолеты. В общем, пока все хорошо. Сегодня немножко проспали, получается, потому что проснулись очень рано. Я подкинул, легли где-то около 11, подкинул печку в 3 часа и все, проснулся, мне не спится. 3:30, 5. Проснулись ребята, Серега, Саня. В общем, надо было все-таки одеваться, потихоньку собираться и с утра пораньше уже выезжать. Но мы по новой легли. И в итоге получается, что немного проспали, проснулись, позавтракали. Бутерброд с черного хлеба, масло, икра, уха с гольца. В общем, как всегда, рыбный день. На рыбалке да без рыбы такого, наверное, ни у кого не бывает. Плотненько позавтракали. Сейчас собираемся и выезжаем на речку. Посмотрим, что нам даст сегодняшний день. Но пока вот 2 дня рыбалки нам просто подарили незабываемые ощущения. Просто класс. Не рыбалка, а мечта. Все-таки не зря проделано вот несколько тысяч километров, что с материка на остров получается. Оно того стоит. Действительно. Не знаю, попаду ли, не попаду я когда-нибудь на эту еще камчатскую землю. Но то, что я здесь, уже хорошо. Вот идет вулкан, предгорье. Вроде бы смотришь, он рядом. А Серега говорит, здесь больше 37 километров, что ли. Это от Ключей получается. А так на самом деле это еще дальше. Все, собираемся, выезжаем. Встретимся на льду. Встретимся на первых поклевках. Все покажем. Флешку я нашел. 120 гигов. Одна уже полная. Так что съемка будет. А если будет съемка, значит мы что-нибудь да посмотрим. Погнали. Ну что, вещи собраны, друзья. Погнали. Нагрузились. Мама, не горюй. Было полтонны, стало 1,5 тонны. Чуть-чуть меньше, но... В общем, по планам сегодня немножко выгрузиться, немножко загрузиться, съездить за топливом, прожгли немножко топлива. Посмотрим. Сейчас Сергей Витальевич нас отвезет на рыбное место, и мы подергаем рыбки сегодня. Так, Сергей Витальевич? Скажи, не знаю. Посмотрим. Была бы речка, а рыба найдется. На Камчатке все реки рыбные. Или не так? Не так. Надо знать рыбные места. О. Как на вертолете. Щелк. Погнали.
сзади, наверное. Не понял. Попробовать лед? Да. Пробивается? Нет. Аккуратнее там, полыня все-таки. Дальше не надо. Дальше открыто полыня там. Да. Надо, где глубокий снег, там попротыкать. Сань, где глубокий снег, там пройдись. Обычно лед хреновый, где толстый снег. Сильнее тыкай. Да не, если снег он раз не пробивает, значит держит человек. Она вот едкая такая пешная, просто. Ну что, клач опускать надо. А ну-ка, садитесь на полосу на черную эту. На черную, да. Он видно по трещине. Попробуй. Ты тыкай, не ходи, ты тыкай сначала идешь. На черную воткни, да. Нормально. Ну вот, сиди, как построение. Ни хрена себе лед. Хороший лед. Я смотри, глубину, а? Кого? Сейчас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай. Блядь. Ай, да я по леске хожу своей, блин. Глубину, посмотри. На дне уже. Уже на дне. Ну как? Нет? А, Ну вон. поднимите. Может быть, до глубины метров 80. Не, руками там возьми. Мелко вообще что-то. Он вообще мелко. Ну чуть ниже дай пошли. Где? Ниже пошли. И черный. Ну нет, Это, блин, 30 сантиметров уже. ну точно Ну, не надо. 30-20-то есть. Сколько глубины? Это попускай просто без дергания, опускай просто, пускай до дна. Тоже мелко. Сколько, подними? Еще уходит. Она уходит Ну, туда. течение. Нет, там течение уже уходит, вон. Полметра. Ну, глубокий говорил, да. Ага. Ну-ка, отойдите. Отойдите с одного места. Да ну, не полностью. Это, блин, Лед, 10 сантиметров больше. ну, не... О, как красиво лед видно. Аж видно. Нет, такая. Я вижу дно даже вон. Опа, есть рыба. Две. Дуплет. Все, ребята, рыбачили. Дуплетом видел, да? Видел, сарая ушла. Разве этот можно не ставить сюда? Нет, ясно, поставьте. Будет веселее. Друзья, видали, да? Был дуплет с первого заброса. Глубина мелкая, видите, А, блин, проще поднимать будет. Ну, все, конечно, Красота. а? Ну, вот где хотите поставить? Сверлить тогда там надо. Ниже надо быть. Ниже поставь. Нихуя аж 2 штуки не давало. Две штуки, да? Я еще палка-то тут еще глубокая, надо подтягивать. Сразу, считай, ударила. И на мушку, считай, и на это. Шумим мелко, топаем, блин. Ну, тут если стоять и не шуметь, наверное, подойдет рыба. Можно приглядку рыбачить. Сейчас надо подмотать удочку, что я мозг компасирую. А я там глубина ген, вон там. Ну, кинь, пока я это наматываю. Ну, не пикни здесь. Пикни, смотри. Пикни, чуть находит, вот здесь стоит. Сейчас. Такая же. Такая же. Какая же глубина? Оп, есть, сидит уже. Не сидит, блин. Уже сидит. Еще Еще не начали, уже сидит. Я думаю, куда-то зацепился, что ли. Вот
Да что я не знаю, да ставь мне сюда, сюда. Вот сюда вот, ставь мне. Блин. Только еще глубину настраиваем, уже они уже тут как тут. Ну, просто снимай видео. И что самое интересное, здесь мелко. То есть вытаскивать их будет намного проще. Просто в одну палку можно будет вытаскивать их и все. О, уже... А нет, не сидит. Это лед. О, лед, глубина, короче, ни о чем вообще. А рыба есть, да? Ну, снимай видео. Ну, течение здесь. Лед сантиметров. Чутка. Чуть-чуть поглубже, но не намного. Чуть-чуть глубже, да, чуть-чуть. Оп, есть. Она, видишь, течением сносит. Блин, зубастая собака. Высоко ушел, говорит, метров 80 от протоки. А здесь сколько метров, Гена? А? Сколько метров от тебя вот до куста? Метров 40. Не, больше. До куста? 60-70. Метров 60-то точно есть. Ну все, значит, 80, значит. У меня огород 65 метров. Здесь 70. Единственное плохо, что течение и с мушками вообще беда, с блеснами. Да, а ты сними ее. Сейчас посмотрим. Больше рыбы вытащить из мушки. Сейчас вот на мушку попалось две, оба у меня. Мне интересно дуплет вытаскивать. Борются, одна туда, другая туда тянет. Блять, залежалась тут кисайна. Не, приятно, конечно. Базара нет. Глубины Нет, вот вообще нет от слова совсем, блин. руку протянул, вытащил, все. И не надо перематываться за палку. Да, тройничок, наверное, снять придется, блин. Как бы мне не хотелось поймать дуплет. Но тройничок тут это будет. О, пошла мазута. Ну, слишком мелковато, мне кажется. О, обалдеть, какое течение здесь сильное. Потом, если что, можно будет еще ниже пробуриться, да и все. Ну да. Ты видишь, даже без этого, без кока берет. Ну, без кока, говорю. Без приманки. Ладно. Сходим наверх. Вот тут камеру отпустить, наверное, видимость будет идеальная. Шаг, ну, А шаг, камеру, ну. Ген, ты не взял? Кого? Камеры посмотреть. Взял, опа. Камеры. Ты царапал? Что-то царапало вроде как, ну. Вот она. Ну, на муху, да? Красота на муху, но
Прямо подо льдом, блин. Ну как подо льдом? Тут просто глубины мало. Все, что попались, пока на муху. А у меня на блесне, потому что даже мяса нету. Да и на мухе-то. Я вам оставлю, блин. Да и на мухе тоже нет. У тебя с мясом, да, Саш? Ну да, на последний, только поклевок я вообще ни одной не видел. Не, ну слишком мелко. А рыба есть. Рыба есть, да, надо искать ключ. Так, ну что, начало есть. Пока выключаемся. Поэкономим емкость карты. По рыбке на брата уже поймали. 3, 4 даже. Даже перебор. Что-то было. Можно даже без камеры понаблюдать. О. Ну что, Бог вам помощь, наверное, что поеду я. Или что? Ну давай. Что время, Какое место уездишь, куда? время терять? Ножик. Оп, опа, есть. Блин, как дурно, Видел? Нет? нет, там здесь место течение сильнее еще. Там сильнее и лед тоньше, да? Ну, толстый, он сильнее, 10. 10 нету. 5-7 где-то может быть. А тут открыто вообще. Ну, ты... Блин, здоровый, две покровки, два руках понадобится. Сейчас. Подбросил выволок, это тебе надо рисовать. Голец. Ага. И сюда еще тоже нацеплю на тройник. Хуже не будет, да? Не будешь хуй. Ну что делаете? Рыбачим здесь. Ну что, я поехал уже? Давай, только ящик вытащить надо. Ящик да пакет со снастями. Без пешки не ходите. Палку завяжите поперек, блядь, намотайте. С тобой не надо? За ящик, а смысл, он не придет. Если только мешки таскать. Загружать, блядь. От меня вес как бы сильный. Ну что тут один будет человек? Плохо, вдвоем будет веселее. Поверь. Тоже, блядь, двоих. Справлюсь. Не, в принципе, что, я один, мне это, если оставите, я всю жизнь один рыбачил, мне пофиг. Да? Ну, поехали же. Да, что-то где-то застрянет или в кусты занесет, хоть это. У тебя Ножик у меня. суку поставишь где-то. Желание, ну суку, пешкой ходи будешь, пешки не ходи. Я понятно. Ну пониже, вот можешь. Раньше клевала вниз, туда замыла яму. Вот там вот где выход из протока впадает. Посмотрим. А? Посмотрим, говорю. Найдем. Если вот это клюнуло в течение 10 минут, это уже хорошо, блин. Это только начало, а сейчас еще придет же она. Ну должно быть, да, пойди. Оп, вот она. Более-менее. Смотри, какая, да, она? Она дальше здоровье попадается, здоровая. Вот полгода, даже зимой бывает, Не- она парагонится такая. Ну вот она. Мы такую даже не ловили еще, наверное, да? Такого размера куры нет. Ну. Значит, она течение любит. Смотри, хапнула как жадно. Ты где лампу оставить? Тогда приедешь. Не надо, лампу нет, вы оставьте мне рыболовный ящик и пакет со снастями, и все. А, можете еще термос выкинуть, если что. А, и термос, ну. У тебя, наверное, этот и бил, ударил хорошо. Может быть, бил этот, но... Вот такой, бум, аж раз нету ничего. Как Хариус такой же, считай, блин.
Хариус чуть толще, блин. Вон какая красивая рыба с белыми пятнышками. Кунжа. Опа, есть еще один. Что-то. Опа. Блин, зацепился. Зацепился и ушел. Ну, недалеко. Течение сильное, блесну сносит. Попадает уже, как правило, за мушку. Иди отсюда. Хороший голец. Потихоньку начали разбираться в названиях рыб. Голец, кунжа, микижа. Кижуч. Вот кижуча бы нам сюда поймать еще. Или кижучиху. Было бы неплохо. Оп, есть. Опа, вот она идет. Вот она. Так я уже 2 поймал. Успокоитель. Берет жадно. Это действительно. Я такую рыбалку больше нигде не увижу, наверное. Это просто красота. Вот, была потяжка. Есть рыбка здесь вон. Так, ну что, поехали. А я остаюсь один. Есть. Была потяжка. Давай. Все, поехали. Вот сам, пока провожал друзей. О, погнали. Ну, минус 100 килограмм, грубо говоря. С ящиками, с одеждой, с опованием где-то минус 110-120. Уже легче идти. Просто у нас бензин на исходе уже. Отвезут ребята до дома рыбу. Заберут бензин. И еще порыбачим. А сегодня я, друзья, 1 на 1 с камчатской природой, с Камчатской рекой. И я счастлив. О такой рыбалке можно только мечтать. Пойду, скажу, возьму ящики. Сейчас вот сюда еще закину разик. И туда разик. И туда разик. И пойду за ящиком. 1, 2, 3. Уже сидит. Что-то уже сидит. Уже что-то дергало. Опять сидит. Кунжа. Как-то вот так. Укололась. Так, и сюда мы хотели, да? Опа, есть.
Хороший что-то было. На течении мушка лучше работает. О, есть. Есть. Настоячку берет. Так, ну что, давай еще одну вытащим. И пойдем все-таки за стульчиком. Что сидеть на корточках, когда есть хороший стул. Ящик. Вот она, вот она. Голец. И опять закинул. О, и сразу, и сразу, и сразу, и сразу, и сразу, и сразу вот такая вот красота. Только закинул, блесна не успела упасть. Уже хапнул. Серега говорит, что здесь рыба не везде. А мне кажется, что-то она везде здесь. Где течение есть, наверное, везде рыба есть. Даже на мелкой глубине такой вон. Все, давайте выключаемся. Пошли за ящиком. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот это рыбина. На муху. Пукает. Вот такая вот красота. Красота. Глубины вот так вот где-то течением сносит леску сюда. Вот так вот. Мушка сработала. Спасибо, Ирина Баранова, тебе за муху. Здесь на течении все-таки на мушку поклевки лучше. Видать, мушку туда уносит. Она более привлекает, получается, чем блесна. Что-то мелочевка, замушку какая-то вот такая маленькая. Оп, это уже получше. Это уже получше. Где-то, 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 где-то. Вот. Вот так вот. Как-то вот так вот. Опа. Есть рыба. Есть. Есть. Опа, вот она. Вот она, вот она. Вот она, вот она. Забагрилась. Опа, есть. Красота. И опять же сработала муха. Наживка уже улетела у меня. Ну, пока клюет без наживки, ладно, не будем заморачиваться. Потом, если не будет ловиться, уже колтычок повесим.
стоит выключить камеру, и сразу красивейшая поклевка, блин, просто красота. Так, ты у нас тут не похулиганичала? Леску-то хоть не перекусила? А то заглотила мушку по самой не балуй. Леску мне кусать не надо. Жалко будет, если эта блесна от Сереги уйдет. Да и мушка тоже. Вот такой вот голец-красавец. Только выключил камеру, сразу поклевка. О, была поклевка. Есть. Как-то вот так. И опять на муху. Муку-цокотуху. Как-то вот так. Янцкадан. Но здесь вот это походу совсем не работает, как у нас. Вот мы ловим хариуса, ходим по лункам и ищем. Тут такая рыбалка не прокатывает. Тут прокатывает прикормить одну лунку и сидеть возле нее. Нифига. Так что вернемся. А колтычок-то, наверное, надо будет повесить. Что-то с колтычком, мне кажется, лучше было. Вот наша самая продуктивная лунка. Самый тонкий лед здесь, правда, опасный. Но сантиметров 5 есть. Так, вроде что-то было. Есть. И опять же муха. Не пойму. Вроде поклевки. Поклевки, вот она. Сам отцепился. Что там у нас? Голец. Хорошо. Опа, второй. Опа, ушел. Видали, да? Вот. Второй крючок цепляется за лед и все. Немножко неправильно пробурено, из-за этого цепляется. Надо под углом туда бурить. Так, ну что, пошли поклевки. Подряд одну за одной после того, как выключил камеру. Было 3 поклевки. Ну, такие не крупные, но у нас бы поймать такую в течение дня, блин, пару штук, 3 штуки, было бы за великое счастье. А здесь это порядки вещей. Это так же, как у нас васьки. И то не всегда. Окуньки, блин, на первый лед на озере. А окуней здесь нет. А окуней здесь нет.
Опа, есть. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Так. Парни, бочком. Вот так. Отличный экземпляр. И опять же у нас клюнул на муху. Вот такой вот дундучок. Красавец. Есть. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она. И опять на муху. Так. Дуплет, дуплет. Вот это дуплет. Поменял лунку. И сразу два. И два оба хороших, блин. Камера была выключена, но вроде бы успела включиться вовремя. Вот это дуплет так дуплет. Считай, оба больше килограмма. Этот где-то полторашка, наверное, примерно. Второй может быть чуть меньше. Два гольца. Вот раз. Все-таки дуплет получился. Раза два-три, наверное, попадало дуплета, но там размеры были поменьше. Здесь вот оба красавца. Я смотрю, тяжелые, включаю камеру. Думаю, чтобы запечатлеть трофей. А тут они друг рядом с другом наперебой. Близко муха с блесной. Еле пролезли. Так, ладно. Тащим сумку поближе. Есть. Вот так вот. Самооцеп. Здесь еще мельче, чем там даже получается. Он ближе к берегу. Но рыба есть. Вон, грубо говоря, метр воды. Есть. Опа, 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 опа. Ушел. Значит, был не мой. Лунку видят, вообще в лунку лезть не хотят. Есть. Опа, это тяжелое что-то. Опа, вот это был реально трофей. Хороший. Килограмма 3 что-то было. Упиралось как не знаю что. Блин, жалко. Не увидели. Хотя бы к лунке поближе подошел. Может, это был... Может быть, это был кижуч. Но там реально упирался как наш налим 7-килограммовый. Второй раз, наверное, уже не возьмет.
Сегодня пока ни одной микишки нет, ни одной форелины. Видать, место не то. Сейчас немножко посижу, потом попробую пробуриться чуть пониже. Что-то хорошие 2 раза брала, но не добрала. Эх, это легкая. Попала на мушку, слетела с мушки, забагрилась об тройник. Ну, если мое, то значит мое, все равно на льду оказался. Голец-хитрец. Ну, не повезло тебе сегодня. Вот такие бы экземпляры харюзов у нас на реке попадали. Я не знаю, был бы на 7-м небе отчасти. А здесь попадают. А, так, гольчик, голец. Да. У нас вон такие самые средние. Вот как там. А, такой рыбе только нам мечтать. Жалко, что место рыбалки очень далеко находится от нас. Так бы я сюда каждый год приезжал. Так, друзья, короткое включение. Хочу показать, как клюет. Ну, как вообще работает блесна. Вон, смотрите. Отпускаю рядом с лункой, вон. Вон. Только что подходила рыбина сюда. В сантиметре от лунки. Вот так она работает. Вот так, вот так. Вот. А так вот мушка работает. Рядом муха получается. Чуть выше. И снизу блесна там вот так. Вон. И только что вот, видите, вон рыба подходит прямо к лунке. Вот она, вот она. Но это мелочь. Это мелочевка, вон. Но она подходит и прям вот не боится. Вот так вот. Вот так вот играешь там. И вот такая вот игра у блесны атом. Туда-сюда, туда-сюда. Это рядом с лункой. Вот сейчас стоит мне только отпустить вот так раз. Туда пониже, где тень. И сейчас смотрите, сразу, стопудово будет сразу поклевка, наверное. Вот, я видел, здесь сейчас проплыла рыба. Вот она. Я прямо вижу, она плавает здесь, вот лунки. Да, рыба здесь, конечно, даже камера не нужна. Километр. Но надо найти, мне кажется, место поглубже. Оп, есть. Вот она. Потому что поклевки, думаю, будут интенсивнее. Все-таки рыба лунки боится, света боится. Особенно крупные экземпляры. И, скорее всего, они находятся чуть подальше. Так что надо пробуриться, искать места, где поглубже. Рыба вот, как мы видим, подходит прямо к лунке. Вот опять. Отпускаем. Туда по течению. Вот уже была поклевочка. Ладно, хватит баловаться. Будем ловить рыбу. Есть. Опа, вот это вес. Вот это, друзья, вес. Что-то... А, за хвост кого-то поймал. Я думаю, уже что-то серьезное. Этот в петлю попал.
Как-то вот так. Не рыбалка, а сказка. Тем временем теплеет. Сегодня по прогнозу что-то до -8. Вот. Вообще комфортно рыбачить без рукавиц, без ничего. Завтра обещают снегопад. Но пока все хорошо. Прикольно сейчас вообще, друзья, было. В общем, потянул удочку вот так вот, чтобы глянуть. И заметил, что рыба подошла прямо к лунке. Голец на килограмм где-то. Включил камеру. Буквально только отпустил, и сразу же последовала поклевка. То есть он здесь стоит. Вот он. Вот он здесь. Ушел. За муху зацепился. Но тут течение очень сильное. Вот. И рыба эта как бы... Мушка или блесна, или мушка цепляются за лед. За край льда. И очень как бы неудобно. А так прикольно, вон. Вторую рыбину уже не надо отцеплять, мочить руки. Вот еще была поклевка. Просто кайф, а не рыбалка. Вон блесна вот так вот на течении шевелится. Вон, смотрите, может быть даже сейчас вот подойдет к краю лунки. И мушка вот рядом, получается, играет. И так вот там вот так делаешь. И получается обалденная игра внутри. Менял разные всякие снасти. Все-таки железо работает лучше резины, здесь это однозначно. И всех лучше себя зарекомендовала все-таки вот эта блесна Атом 12 грамм от Сергея Башко. Просто супер. Правда, вчера поменял тройник. Какая-то здоровенная рыбина, скорее всего, Кижич, загнула мне тройник родной, который был на блесне. И я поменял тройничок. А так работает просто на ура. Просто супер. Так, ну что, попробуем пробуриться ниже, наверное, с разведкой. Сейчас возьмем печню, пройдемся чуть ниже туда. Там вот развилка получается. Одна река течет туда. Типа там что-то протоки. Я так думаю, здесь на этом пятачке возможно есть рыба. Но это чисто я так думаю. Посмотрим. Надо искать, надо экспериментировать. Надо ловить. Вот такую вот красивую рыбу надо ловить. Но здесь, походу, живет только один голец. Ни одной форелины я еще сегодня не поймал. Чисто гольчики и все. Так что надо искать форель. Вот она. Вот она. Опять гольчик. Почему у нас она не водится на Печоре? Вчера варили вот с нее уху. Уха просто получается отменная. Мелких костей вообще нету. Поел уху вот вчера, поел сегодня. Я до сих пор сыт. До сих пор мне даже наклоняться, дышать тяжело. Калорийная, вкусная рыба. Костей мелких вообще нет. Да и так возле позвонка там хрящики только одни, а не кости. Обалденная рыба. И вон сколько я здесь уже ее накидал. Вот опять гольчик. Ну давай, отцепляйся. Нет, этот не отцепится, наверное. Этот хапнул на блесну. Да успокойся ты. Бляха, сильная рыба. Все, слетела приманка, слетел колтычок.
Да, мне кажется, она и так возьмет без колтычка. Лед вот сантиметров 5-6, не больше здесь. Вообще с края вон там открыто. Течение туда, бьет сюда, вот полоса темная. Там вот лед желтый, здесь черный лед, еще тонкий. Так что без пешни ни шагу. С таким течением шутить нельзя. Тут провалиться все, уже не выйдешь. Опа, есть поклевка. Да что ты? Хапай уже. Есть. Опа, дуплет. Дуплет, друзья. Дуплет. Красота. Второй дуплет на сегодня уже. Так, один отцепился. Второму надо будет помочь. Да ладно. Вот так вот. Вот так вот. Как-то вот так вот. Так, ну что? Но третий крючок сюда вешать не буду, это точно. С двумя-то и то проблемно. А так вот, как вы сами видели, хапают одновременно оба крючка, и тройничок, муху и блесну. На Камчатке мы дорогу еще не пробивали. Лед есть. Если с одного раза не пробивается, значит нормально. Только не надо стесняться, надо бить нормально. Каждый шаг. Река опасная, река с течением. Так что лучше каждый шаг наступать после пешни. Нормально. Таким вот макаром сейчас мы пройдемся сначала, потом будем сверлить лунки. О. А пейзаж-то какой! О, господи, какая красота! Просто супер! Везде горы, 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 кругом горы. Сейчас дойдем до тех кустиков и будем буриться, как на Печоре. Будем искать рыбу. Хотя здесь ловят не так, как у нас. Ну, попробуем наш метод. Рыбы здесь много, по-любому она где-то и так стоит, без всякой приманки. Ну что, в общем, немножко согрелся, пробурил вот из десяток лунок. Вдоль толстого льда, вдоль заберегов здесь лед потоньше, сантиметров 5-6. И до там зашугованности. И будем пробовать. Нацепил колтычки, жилку. По-простому называя куски рыбы, так сказать. И поехали. Сначала закинем нашу старую лунку, которая неплохо, в принципе, ловила. Вот первый заброс, если есть рыба, она сразу хапает. Вот вижу свою блесну, она лежит. Так, что-то неправильно она лежит. Вот такая вот фигня. Потому что запуталась. Все, теперь нормально все. Вот так вот раз. Если рыба есть, и если она хочет есть, она сразу себя покажет. И сейчас мы пойдем просто по лункам
по 2-3 заброса в каждую. Нашим печорским методом. Приманка, конечно, стоит, но я так думаю, если бы рыба собралась, она собралась бы где-то здесь. Смотри, никого. Ладно. Долго не задерживаемся. Просто идем по лункам. По 2-3 заброса. Отпустили, дернули пару раз. Тем более лунки я там просверлил нормально, под углом. Я так думаю, зацепляться блесной тройничок мушка будет поменьше. О, что-то вроде дернуло. Или это лед был. Шуга плывет подо льдом. Пока тихо. Я так думаю, просто может быть ниже, поглубже немного. О, вот и первая рыба. Слышу вертолет. Этого, наверное, мы отпустим. Плавай, друг. Что-то едет. Таких вертолетов, как у Сереги, только 3 в этом поселке. Так что 2 уже на льду. Вчера мы видели сами. Возможно, это 3-й вертолет. Вот лунки наискосок делаешь вдоль по течению, и уже зацепа меньше. Так, и как мы видим, здесь глубина немного поболее уже. Почему я начал искать, как бы сверлить новые лунки, искать новые места? Во-первых, вот есть рыба уже ее нету. Во-первых, там мелко, здесь глубже, может быть, рыба будет крупнее. Как говорится, человек ищет где лучше, рыба ищет где глубже. И там мы не поймали ни одной микижи, форели ни одной не поймали. Как бы, возможно, здесь что-нибудь изменится. Так, ну это что у нас? Это у нас голец. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Отцепился. Это хорошо. Так что, как мы видим, новые лунки без приманки тоже работают. Без кормушки, вернее. Хотя я бурился ниже по течению, возможно, запах от кормушки растекается далеко и далеко. Она, по идее, должна стоять в этой струе. Вся, которая поднимается снизу. Была поклевка. Что-то едет какая-то подушка. Подушечка-вертушечка. Так, глубина здесь, походу, еще глубже немножко. Все-таки хочется поймать такой трофейный, достойный результат. Так сказать, рыба моей мечты. Я уже ее поймал. Такую красоту я дома точно не поймаю. О, только что подо льдом там проплыла рыба против течения. Шуга не идет. Вот здесь вот сам видел. Так, ну что, есть. Есть вот такой вот красавец-голец. Взял на мушку. Взял на мушечку.
Палка вообще красота. Опа, есть сразу. О, хороший что-то. Вот и первая форелька. Да, это кумжа. Ой, ну да, кумжа, наверное. Не так, что наш метод сработал. Первая сегодня форелька. Вот сегодня радужная форель такая. Красотулечка. Так что мой план все-таки сработал. И мы нашли, где живут форели. Вот такая вот красота. А там не было ни одной повыше, где мельче. Значит, форель все-таки живет там, где глубже. Так что будем переходить сюда потихоньку. Что-то едет. Неужели так быстро уже съездили наши? Оп, есть что-то.